Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши-Кушара. Президент Аслан Бжания совершил рабочую поездку в Гулрыбский и Очимчирский районы с целью проверки выполнения решения по выявлению и отключению незаконных криптоферм. Главу государства сопровождали заместитель главы администрации президента, заместители министра внутренних дел, сотрудники УЭБ и ПК МВД. В ходе поездки были обнаружены криптофермы с большим количеством майнингов. Приезд президента для многих был неожиданным, а для некоторых руководителей закончился выговором и увольнением. Все подробности у Али Китрапш. Первый объект, который посетил президент – асфальтовый завод в Бабушаре. На его территории обнаружена майнинговая ферма, которая к моменту приезда главы государства не работала. Однако, по словам начальника Гулрыбской районной милиции, ферму отключали уже 4 раза, и она вновь подключалась. Здесь установлено около 300 аппаратов. Президент спросил у главы села, кто является хозяином, но тот не смог ответить. Аслан Бжания поручил заместителю главы администрации президента Джансу Хунанбе разобраться, как на территории государственного предприятия вопреки запрету действует криптоферма. При этом некоторые руководители и начальники районной милиции и отдела службы госбезопасности уже на месте получили от главы государства строгие выговоры. А глава села Бабушара освобожден от занимаемой должности. Президент поручил немедленно демонтировать данную майнинговую ферму. Еще раз это повторится в селе или в районе. Распрощаемся. Не надо себе говорить, что вы беспомощные. Проводы трезали усту, сломать все, разнести. Ясно все? Лично сами займетесь этим. Милиционер, энергетик, и будете это контролировать. И лука месяц. Сегодня все демонтировать. Затем президент Аслан Бжания выехал в Очимчиру. На окраине города, на территории бывшей чайной фабрики, обнаружена майнинговая ферма. Здесь установлено 1900 аппаратов по добыче криптовалют и 4 трансформатора мощностью по 1 мегаватт каждый. Начальник районной милиции Ливан Ахуба доложил, что ферма была обнаружена 3 дня назад и опечатана. Сутки у вас есть, все демонтируете, разобьете, сломаете и сложите вот эти вот конструкции. Хозяева придут и заберут. А кто хозяева? Хозяин Гогия Давид Тарович. Кто такой Гогия Давид Тарович? Ну, молодой парень с города. Аслан Бжания поручил районному отделу службы госбезопасности установить реальных владельцев майнинговой фермы. Президент подчеркнул, что если среди них окажутся госслужащие, то они немедленно будут освобождены от занимаемых должностей. При этом, как отметил Аслан Бжания, из-за низкого напряжения в сети в больницах часто выходит из строя оборудование. АКТ УСАУДЗОМ не хватает напряжения, не хватает нагрузки. Лифты не работают, пожилые люди мерзнут. Это проблема по всей Абхазии. Какое-то количество людей с хара амлаз с бумпиз абартирхкана брит глаз ашо. Избан аваз харгом таракую бразахан. Шафизо эратепачу. Шизимяю эрбен проблему. Обрема шизимяю. Пока руководители получаете предупреждение, начальник милиции, начальник СКБ и прокурор. Потом будет выговор или увольнение, если еще раз такое повторится. В течение 3 суток обойдете крупные объекты в районе. Все объекты обойдете и демонтируете руками тех, кто поставил. Куда хотят, пусть собирают. Кроме тех случаев, если у них есть какие-то документы, разрешения, технические условия, и то на время перетока они это право вести не имеют. Без исключения. Я сюда приехал не для того, чтобы раздать выговоры. Обстоятельства меня вынудили сюда приехать, которые складываются у нас в стране. Нам, у людей, складывается впечатление, что мы не можем вот эту проблему одолеть. Хазыпсой усанабхагара. А винткар имчи разыпсой обреза проблема асемиавезер. Хасаяйцум исполнитель а причина по азарабха ваз и напалоп еги курочку кявует еги ценха ава я обеца картина оба братра. Закрыли страницу. Эта тема в нелегальном виде перспектив иметь не будет. Лукав, если когда-то будет принято решение, это уже другой разговор. Законный, незаконный вид деятельности. Вы мышкызни алар, вы хазу. Яха, эта деятельность перспектив иметь не будет. Вы эту задачу решите. Президент поручил соответствующим органам объездить все районы и до понедельника демонтировать криптофермы. Али Китрапш, Тимур Гогохи, Абхазское телевидение.
Между тем, ситуация в энергетической отрасли республики по-прежнему остается сложной. Потребление электричества не снижается. Перегрузки на подстанциях и, как следствие, отключение света вызывают нарекания людей. В аварийном режиме работают практически все подстанции. Наша съемочная группа побывала на одной из них, на подстанции Сухум-2. Репортаж Эсмы Гуладзе. Подстанция Сухум-2 обеспечивает электричеством новый район и часть Сухумского района. Перегрузы здесь случаются постоянно. Учет и распределение электричества ведется через КРУС. Это своего рода пульт управления подстанцией. Приходится у нас отключение делать, нам обестачивать из-за перегрузов, чтобы не вышло наше оборудование со строя. Не горели ни кабеля, ни выключатели наши. На экране там сирусы стоят, приборы, которые показывают нагрузку. Вот. И он при повышении под защитой отключается. И приходится нам отключать уже пофидерно. Ни для кого не секрет, что повышенная нагрузка на электросети связана с работой майнинг-оборудования. Работы по отключению незаконных потребителей ведутся постоянно. Но, по словам специалистов, через некоторое время нагрузки вновь повышаются, так как немало случаев повторного подключения. Кроме того, в холодное время года в домах традиционно возрастает количество работающих электроприборов. Бывает и днем, но реже, а особенно вечером. Вот от 6 до 10 вечера, там бывает и до 12 вечера. Холодно, домой люди приходят, включаются, обогреваются, добавляются. На подстанции работают 2 трансформатора по 25 тысяч киловольт, установленных во время реконструкции подстанции в 2014 году. Конечно же, нагрузки влияют на оборудование. Выходит из строя от перегруза, происходит короткое замыкание и бывает, не дай бог, могут и ячейки выгореть. Аварий таких сильных здесь не происходило, по крайней мере, из-за того, что у нас защитная, релейная защита есть, и оно работает хорошо, и оно отключает его. Дежурные электромонтеры круглосуточно работают, которые смотрят за всем оборудованием, сообщают, если что-то такое происходит, сообщают. Приходим, и устраняем эти неполадки. Специалисты предполагают, что нагрузки снизятся с приходом устойчивой и теплой погоды. Эсма Гуладзе, Инала Гухава, Абхазское телевидение. Президент Абхазии Аслан Бжания готов к диалогу со всеми политическими силами ради достижения стабильности в обществе и благополучия страны. Об этом говорится в комментарии, распространенном пресс-службой президента. 23 февраля под председательством вице-президента Бадры Гунба состоялось совещание с участием руководителей политических партий, общественных организаций, национальных и конфессиональных общин. Известных общественно-политических деятелей. Обсуждалась идея создания общественного совета при президенте Абхазии. На обсуждение данного вопроса были приглашены представители всех оппозиционных организаций. Однако некоторые из них отказались не только принять участие во встрече, но и в самом общественном совете. Как отмечается в комментарии пресс-службы главы государства, причины, названные представителями оппозиции, носят надуманный характер и демонстрируют нежелание участвовать в конструктивном диалоге. Относительно 33 вопросов организации Айтглара президенту, которые были названы одной из причин отказа организации участвовать в работе совещания, то пресс-служба президента сообщает, что ответы на них в ближайшее время будут опубликованы в СМИ. С полным текстом комментария пресс-службы президента можно ознакомиться на сайте информагентства «Апснапресс». Под председательством вице-президента Бадры Гунба состоялось заседание рабочей группы по подготовке предложений по определению приоритетных направлений экономической политики. Во встрече приняли участие ученые, экономисты, руководители профильных министерств и ведомств. Участники рабочей группы имели возможность предложить свое видение развития экономики страны. Репортаж заседания рабочей группы смотрите в рубрике «Амшик Шара Яцу» сразу после новостей. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 161 человека. Диагноз COVID-19 подтвержден у 11 из них, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 44 человека. В тяжелом состоянии 15 пациентов. В Гудаутской ЦРБ скончался мужчина 1958 года рождения. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Пациент умер 25 февраля.
В Сухумской инфекционной больнице 10 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В Очимчирской ЦРБ 6, в Скворчалской ЦРБ 3, в Гагарской ЦРБ 14, в Российском военном госпитале в Сухуме 9 пациентов. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12 788 человек. Зарегистрировано 198 летальных случаев, выздоровели 12 169 человек. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. 3 марта в Москве состоится встреча министров иностранных дел России и Абхазии Сергея Лаврова и Даура Кови. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову. В рамках встречи предполагается обмен мнениями по ключевым вопросам двусторонних отношений и внешнеполитической координации на международной арене. В Министерстве обороны подвели итоги подготовки вооруженных сил за февраль. С докладами выступили начальники управления оборонного ведомства, а также командиры воинских частей и подразделений. В своем выступлении министр обороны Владимир Ануа отметил слаженную работу военных проведений тренировок и учебных занятий по стрельбе. Министр дал высокую оценку подготовке абхазской армии. Владимир Ануа подчеркнул, что в частях и подразделениях и в дальнейшем будут проводиться инспекции с целью проверки состояния материально-технической базы и боевой готовности военнослужащих. Сказать правду, значит, мы ничего страшного. Цель была одна – посмотреть, изучить и сделать так, как лучше, как удобнее. Спросить у командного состава тех или иных подразделений, спросить у служащих, просить, значит, у солдат срочной службы. Если это касается ношения формы одежды, это постельная принадлежность, это питание, это досуг, это, и, конечно, и боевая техника, и специальная техника, транспортная техника, гусеничная артиллерия, стрелковая и так далее, и так далее. Но не так совсем худо, так как некоторые представляют нашу армию. Самое главное, ни одно движение практически не делается без согласования, без решения, без планирования. Основные планы утверждаются главнокомандующим, министром обороны, директивой начальника генерального штаба. Затем оно спускается до уровня командиров частей подразделений. Национальному банку Абхазии 30 лет. Новая глава в финансовой истории Абхазии официально началась в 1991 году, когда Верховным Советом Абхазской АССР были приняты законы о Центральном банке и о банках и банковской деятельности. С тех пор День банковского работника в Абхазии отмечают 28 февраля. Развитие банковской системы и обеспечение эффективного функционирования платежной системы являются главным направлением деятельности Банка Абхазии. В становлении эффективной банковской системы особое значение приобретает оценка всего комплекса условий и факторов устойчивости отечественных банков, обеспечения потребностей экономики республики в банковских услугах. Председатель Национального банка Беслан Барателя поздравил сотрудников с юбилеем, отметив их вклад в общее дело развития банковской системы страны. Также главный банкир Абхазии рассказал о проблемах и планах на будущее. Все эти годы была проделана большая работа и предыдущими руководителями банка. Безусловно, это сложный, длительный процесс. Кажется, так все это легко и просто, но за каждым шагом идут определенные процессы. Особенно сложным был период до признания Республики Российской Федерации, когда закрыты были границы, никто не хотел налаживать отношения с нашими банками, серыми, полулегальными схемами, как-то осуществлялись переводы в Россию, и завозились деньги. Но после признания Абхазии банковская система получила импульс. В 2008 году была создана межбанковская электронная система, которая позволила развиваться. Национальная платежная система АПРА. Помните, был выдан кредит 700 миллионов рублей, который мы недавно погасили. На эти деньги тоже создавалась и национальная платежная система АПРА. В 2019 году, в прошлом году тоже были успехи, связанные с интеграцией нашей национальной платежной системы АПРА с НСПК, что позволило нашим гражданам с нашей картой АПРА выезжать за пределы Абхазии, использовать ее там. В этом году планируется буквально совсем скоро уже открытие
музей. Из-за пандемии все сроки у нас сдвинулись. Конечно, проблем много в системе, как и везде, и есть проблемы, которые решаются, которые удалось решить. Фактически отмечаем дату создания системы с 1991 года, то есть еще, по сути, с Советского Союза. Да, достаточно длинная история. И есть очень много людей, которые работают с тех лет и у нас в банке, и, уверен, во многих коммерческих банках, которые работали и в советские годы, и в тяжелейшие послевоенные годы, и сегодня. Я хочу поздравить всех еще раз с праздником, пожелать здоровья, терпения, всего самого хорошего. В посольстве России в Абхазии состоялась церемония награждения почетными грамотами начальника мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России Абдулмеджида Магомедова и его заместителя Рената Курбанова за самоотверженный труд в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба посольства России. Грамоты лично вручил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин. С 20 октября 2020 года российские врачи в Абхазии приняли на стационарное лечение около 500 пациентов для проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий. В настоящее время в стационаре под постоянным наблюдением российских военных врачей менее 11 пациентов с COVID-19. За указанный период амбулаторно-консультативную помощь в мобильном многопрофильном госпитале получили более 3000 жителей Абхазии. За период работы в лаборатории полевого госпиталя было проведено 5267 ПЦР-тестов. Посольство России в Абхазии сообщает, что с 1 марта по рабочим дням возобновляется прием граждан по всем консульским вопросам. Прием анкет на оформление 5-летних загранпаспортов будет вестись с понедельника по пятницу с 9 до 13 часов. Граждане, записанные на подачу анкет с 18 ноября по 24 декабря 2020 года, будут приниматься по графику. График приема граждан, записанных на подачу анкет с 11 января 2021 года и позже, будет опубликован в конце марта. Выдача готовых 5-летних загранпаспортов будет осуществляться с понедельника по пятницу с 14 до 17 часов. При пересечении зоны таможенного контроля КПП ПСО у граждан изъяты запрещенные психотропные вещества, а в подвальном помещении жителя Гулрыбского района обнаружены изъяты боеприпасы. Подробности в оперативной сводке Министерства внутренних дел. Оперативные мероприятия провели сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии, в результате чего после пересечения зоны таможенного контроля КПП ПСО задержаны 2 граждан. Шаматава Муртаз Валерьевич, 1986 года рождения, житель города Сухум, хранил при себе 28 капсул запрещенного в свободном обороте на территории Республики Абхазия психотропного вещества пригабалин. Принадлежность изъятого препарата к запрещенному психотропному средству определена при исследовании в экспертно-криминалистическом центре МВД. У 2 гражданина, также жителя города Сухум, Хорхумал Давида Ахровича, 1986 года рождения, при личном досмотре изъято 26 капсул аналогичного вещества, которые последний приобрел в Российской Федерации, незаконно ввез на территорию Республики Абхазия. На момент задержания гражданин Хорхумал пребывал в состоянии наркотического опьянения. Также установлен факт потребления наркотического вещества и в отношении Шаматава. По факту незаконного приобретения, перевозки, хранения, а также ввоза на территорию Абхазии запрещенного в свободном обороте психотропного вещества в отношении Муртаза Шаматава возбуждено уголовное дело. Аналогичное преступление вменяется гражданину Хорхумал. Расследование по данным уголовным делам проводит Следственный отдел линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии. В подвальном помещении домовладения в селе Пша по месту жительства гражданина Кансузян Сергея Андрониковича, 1953 года рождения, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками отдела внутренних дел по Гулрыбскому району обнаружены и изъяты боеприпасы. В частности, 2 снаряженных выстрела к ручному противотанковому гранатомету, а также военные винтовочные патроны калибра 7,62 мм в количестве 112 единиц. Согласно экспертной справке, все изъятые боеприпасы технически исправны, к производству выстрелов пригодны. По факту незаконного хранения боеприпасов уголовное дело, возбужденное в отношении Сергея Кансузян, органом предварительного следствия Гулрыбского РОВД направлено в отдел дознания МВД Абхазии для дальнейшего расследования.
При личном досмотре задержанного после прохождения зоны таможенного контроля КПП ПСО жителя Гулрыбского района Федоренко Виталия Муратовича, 1981 года рождения, обнаружены и изъяты капсулы препарата, содержащего запрещенное в свободном обороте на территории Абхазии психотропного вещества пригабалин. Оперативные мероприятия провели сотрудники Управления уголовного розыска МВД Республики. В настоящее время Виталий Федоренко отбывает 15 суток административного ареста за отказ от медицинского освидетельствования на предмет потребления наркотических и психотропных веществ. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении данного гражданина по факту незаконного приобретения, перевозки, хранения, а также ввоза на территорию Республики Абхазия запрещенного психотропного вещества, проводит линейное управление внутренних дел на транспорте МВД Республики Абхазия. Пенсионный фонд Абхазии завершил финансирование выплат пенсий и пособий за январь. С понедельника начнется выплата пенсий в Сбербанке Абхазии и его филиалах. По словам председателя пенсионного фонда Дениса Гулария, профинансированы Галский, Очимчирский, Гулрыбский, Гудаутский, Гагарский районы. В городе Сухум, Сухумском и Ткварчалском районах выплаты были произведены ранее. Уже со следующей недели начинается финансирование выплат за февраль. Пока остается задержка выплат пенсий и пособий на месяц. По прогнозам, в первом полугодии 2021 года сократить отставание по выплатам не удастся. В связи с ремонтными работами по подключению нового водопровода к магистральным сетям с ночи 25 февраля по всему городу Сухум была прекращена подача воды. Кроме того, на перекрестках улиц Абазинская-Лакоба, Абазинская-Ардзенба и Джонуа-Ардзенба было ограничено движение транспорта. Для проведения единовременного подключения на каждой из них сформирована отдельная бригада. По словам специалистов, работы должны быть завершены в течение дня. Замена водовода в столице проводится за счет средств инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Все эти работы завершатся сегодня. Это предпоследнее отключение воды в связи с переключением водопроводных труб, старых водопроводных труб на новые. Остается у нас два участка, которые администрация города решила, что будет еще одно отключение, и в тот день уже оставшиеся два участка будут подключать. В принципе, сегодня 3 участка, остается 2 по завершению этих мероприятий. На улицах Джонуа, Гуля и Абазинская все работы выполнены. Остается устройство ливневого коллектора на всех 3 улицах и уже укладка асфальтобетонного покрытия, установка бордюров, и работаем над проектом тротуаров на этих улицах. В завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается в субботу переменная облачность без осадков, в воскресенье временами дождь со снегом. В предгорьях и горах снег. Температура воздуха ночью 1,6, днем 3,8 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.